В деревне Нахара живет 58 человек. Каждый день это настоящая борьба за выживание. Жительница села Татьяна рассказала, как живет с семьей в деревне, где дети учатся в соседнем селе, а за хлебом нужно ехать 40 километров. В нашей деревне есть начальная школа, и в школу ходят 3 детей, на 3 детей у нас 2 учителя. После того, как наши дети заканчивают начальную школу, им приходится ехать в соседнюю деревню, в среднюю школу, в школу-интернат. И домой они приезжают всего один раз в неделю для того, чтобы там помыться, постираться, и на утро они опять уезжают в интернат. Также в нашей деревне есть детский сад, который посещают всего 4 детей, половина из которых это мои. И также в нашем поселке нет ни одного магазина. И чтобы купить хлеб, нам приходится ехать 40 километров в соседнюю деревню. Далее у нас нету больницы. У нас есть ФАП, фельдшерско-акушерский пункт. То там у нас врача нету. Поэтому, чтобы показаться там терапевту или еще или показаться каким-то еще другим специалистам, мы едем за 120 километров в районный центр. Это в село Сунтар. Но Татьяна не хочет уезжать. Здесь у нее дом, табун лошадей и семейный бизнес. Она верит в развитие села, несмотря на все трудности. Это невозможно объяснить и невозможно ответить на этот вопрос, почему мы не можем уехать. Не можем мы просто уехать, особенно в такие трудные времена. Надо стараться развивать свое село, надо вкладывать частичку себя, частичку своей души. И все-таки не место красит человека, а человек красит место. Малые села – это не просто место для жизни. Это место, куда вложено сердце и душа. И хотя там нет магазинов и больниц, для людей важен не город, а место, где они родились и живут.